Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшикшара. И сегодня в выпуске. Иммунный статус. Чтобы определить, сколько людей в Абхазии переболели коронавирусной инфекцией, обследуют 3000 человек. Халатность или несчастный случай. В Бзыбском ущелье продолжаются поиски Дарьи Минасовой, упавшей в реку с моста. Признанный гений. В Сухуми отметили день рождения великого русского поэта Александра Пушкина. Указом президента Абхазии Аслана Бжаня по согласованию с собранием района главой администрации Гудаутского района назначен Баграт Боджгу. Еще одним указом Аслана Бжаня Алхас Шамба освобожден от исполнения обязанностей главы администрации города Пицунда. Исполняющим обязанности главы администрации города Пицунда назначен Руслан Хунцарье. С 7 июня в республике стартовала абхазо-российская программа по определению иммунного статуса граждан. В течение недели у всех желающих будут брать пробы анализов на антитела, чтобы определить, сколько людей переболели коронавирусной инфекцией. О том, как это работает, в репортаже Галики Трапш. С утра в коридорах поликлиники Сухумского района очень оживленно. Люди пришли сюда, чтобы сдать анализы и узнать, есть ли у них в крови антитела к коронавирусной инфекции. Одни уже переболели коронавирусом, другие же нет, но хотят узнать, не перенесли ли они болезнь бессимптомно. Да, я переболела, но не сдавала. Вот сегодня решила сдать. Как давно вы уже переболели? С февраля месяца. Я болела числа 10 февраля, и 21 февраля уже был отрицательный. Я сдавала анализы на антитела, но за ними нужно наблюдать, и поэтому вот я решила сдать. А вы дальше планируете, может быть, провакцинироваться, поэтому может уточнить? Возможно, да. Надо наблюдать за антителами после. Я переболела в октябре месяце, и уже достаточно времени, чтобы проверить, стоит ли сейчас срочно прививку делать или подождать можно еще. То есть вы планируете сделать прививку от коронавирусной инфекции? Конечно, если низкий титр, я сделаю обязательно, а если достаточно, то подожду еще. Стоит отметить, что анализы на антитела абсолютно бесплатны. Перед тем, как взять пробы, медики записывают данные людей и консультируют их. Все желающие могут сдать анализы на антитела. Данные исследования позволят выявить, у какого количества людей в крови выработались антитела к коронавирусной инфекции. При этом стоит отметить, что анализы могут сдать все, кроме тех, кто уже прошел первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции. Все собранные в течение дня пробы отправят на исследование в Республиканскую бактериологическую лабораторию. Результаты анализов будут сообщены по мере их обработки, и это может занять несколько дней. Мы мониторим ситуацию здесь, смотрим разные группы людей по возрастам, по районам, по половой принадлежности, переболевших, не переболевших, на наличие антител. Это определенный мониторинг. Дальше будет работать статистика, будем смотреть все эти данные и уже делать определенные выводы. В первый день акции пробы на антитела в Сухумской районной поликлинике сдали 45 человек. Стоит отметить, что желающих людей сдать анализы было еще больше, но медики принимают с 9 утра до 2 часов дня. Дети могут сдать анализы в детской поликлинике. Также в столице анализ на антитела можно сделать в Синопской поликлинике. Абхазо-российская программа по определению иммунного статуса граждан будет длиться ровно неделю во всех районах республики. За это время необходимо обследовать 3000 человек. Галика Трапш, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. Между тем, в Абхазии продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. По данным на 5 июня по всей республике вакцинировались 2076 человек. 79 человек уже привились вторым компонентом «Спутник Ви». Об этом материал пресс-службы Минздрава. Российская вакцина для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник Ви» в Абхазию поступила 12 мая. Буквально через пару дней в республике началась кампания по вакцинации, как медиков, так и населения. К 5 июня по всей Абхазии вакцинировались уже 2076 человек. Провакцинировано на сегодняшний день в городе 1093 человека.
В первой поликлинике у нас провакцинировано 567 человек, в городской больнице у нас провакцинировано 230 человек, в Синопской поликлинике 296 человек. Хочу озвучить пункты вакцинации в городе Сухум. Это Синопская поликлиника, это первая поликлиника. Также мы подключили еще дополнительно 2 пункта в городе. Это городская больница и районная поликлиника. На данный момент 79 человек привились вторым компонентом «Спутник Ви», из них 72 в Сухуме. Поток желающих сделать прививку от коронавирусной инфекции с каждым днем только увеличивается. Все свое внимание жители республики направили на одно медучреждение – столичную первую поликлинику, где очередь на вакцинацию уже расписана до июля. Мы 72 человека привили уже по второй вакцинации, никаких побочных эффектов пока нет. Все проходит нормально. У нас работают во всех поликлиниках регистратуры. Также во второй горбольнице есть телефонный номер там, по горячей линии. В принципе, сейчас можно разгрузить первую поликлинику и спокойно уже обращаться во вторую больницу и в районную поликлинику. Подключаем мы дополнительно из-за того, что у нас идет очень большая нагрузка по первой поликлинике. Там у нас идут записи уже на месяц вперед, почти до 7-8 июля. Дополнительный пункт вакцинации в столице открыли на базе Сухумской районной поликлиники по улице Абазинской. На данный момент там привились уже более 100 человек. Поликлиника Сухумского района проводит наряду с другими лечебными учреждениями кампанию по вакцинации от ковид уже в течение 2 недель. Мы принимаем совершенно различный контингент, и городские жители, и сельские жители. Возраст от 18 и за 80. Осуществляется предварительная запись, осмотр людей, и под количество осмотренных четко получается вакцина. В поликлинике все условия для проведения вакцинации. Соблюдаются все требования и все санитарные нормы. Сама по себе кампания вакцинации необходима. Всегда проще провести и дешевле провести профилактику, чем потом очень дорого лечиться. Вакцинацию от коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник Ви» можно проводить не только по месту прописки. Если вы живете, например, в Кварчале, а прописаны в Гагре, можно обратиться в пункт вакцинации по месту проживания. И это правило распространяется не только на медиков, но и на всех жителей Абхазии. В Ачимчирском районе приступили к вакцинации населения 25 мая. На сегодняшний день процедуру прошел 101 человек. Все, кто прошел вакцинацию, чувствуют себя хорошо. Желающие сделать прививку могут обращаться в Центральную районную больницу или звонить по телефонам горячей линии 965 28 58 925 10 09. И если любой человек, любой житель нашей республики обратится к кому-либо из наших медработников, то получает внятный ответ, что да, мы проводим, да, нужно записаться, потому что под каждую фамилию, под каждого записавшегося человека приводится вакцина. Пока мы делаем 2 раза в неделю. Это не потому, что мы не можем организоваться, либо у нас рук не хватает. Нет, все у нас хватает, но мы смотрим по количеству людей, которые записались. В среднем получается, что в день записывается 20 человек. У нас был день, когда 30 было. 20 человек в день, 25-30 это нормально. Мы вполне спокойно, без ущерба для других пациентов можем тратить это время на вакцинацию. Это тоже не быстрый процесс. Вакцинация начинается с 10 утра. Часть людей мы приглашаем в 10 часов, часть в 11, для того, чтобы не было столпотворения. А в половине 9 наша скорая выезжает в Сухум за вакциной, уже с готовым списком. Министр утверждает, и медработники наши привозят вакцину в контейнере. Провакцинировано 101 человек.
6 июня российская туристка Дарья Манасова, 1997 года рождения, жительница Республики Татарстан, упала с моста в реку Гега и ее унесло течением. По словам очевидцев, девушка упала в реку с моста, на котором отсутствовали оградительные перила. В течение светового дня спасатели тщательно обследовали русла рек Гега и Бзыбь, а также их притоков. Однако все тщетно. Из-за сильных дождей и таяния снега в высокогорье уровень рек в Бзыбском ущелье довольно высокие, течения бурные. В поисках задействованы около 30 человек личного состава МЧС и сотрудники Рытинского национального парка. На место чрезвычайного происшествия выехала и наша съемочная группа. Репортаж Гугусы в Иордании. Это уже третий по счету полет сотрудников МЧС Абхазии над очень бурными в это время горными реками Ритинского реликтового парка. В поисках российской туристки Дарьи Манасовой задействованы около 100 человек. Ищут девушку сотрудники заповедника и неравнодушные волонтеры. Однако пока безрезультатно. 6 июня примерно в 7 часов вечера на пульт МЧС поступил тревожный сигнал. По информации, с этого моста, находящегося на 24-м километре национального заповедника, упала 23-летняя туристка из России. На место сразу же выехала группа спасателей и сотрудники парка. Однако, по словам министра по чрезвычайным ситуациям Льва Квициния, поработать нормально водолазам так и не удалось. Слишком бурное течение и нулевая видимость. Затем сотрудники МЧС и лесничества разделились на две группы и обошли территорию вдоль реки. Утром 7 июня уже был задействован вертолет, а затем и катамараны. С момента происшествия поиски Дарьи Манасовой не прекращались ни на минуту. Ситуация осложняется тем, что сейчас реки очень бурные из-за таяния снегов в горах. Спецунды по руслу реки мы облетали, все посмотрели. Мы будем делать все возможное, будем искать, потому что да, это вот именно такой период, когда идет уже паводки, снег тает. Вы же сами видите, насколько она сейчас мощна. И течение сильное, и мутное. Конечно, это все осложняет по поиске. Но, тем не менее, мы будем делать все возможное. И поиски мы точно на этой неделе не прекратим. 6 июня подружки Дарья и Катя, приехавшие на отдых из Казани, решили съездить в однодневную экскурсию из Адлера в Абхазию к Гегскому водопаду. Но никто и подумать не мог, что интересная и веселая экскурсия закончится трагедией. Группа туристов, прибывшие из города Адлер, следовавшие по маршруту Гегский водопад озера Рита, совершили остановку у моста Юкшар. В результате чего гражданка Российской Федерации Манасова Дарья Петровна, 1997 года рождения, вышла из машины, зашла на мост, где, случайно подскользнувшись, упала в воду. Вышла из машины Дарья не одна, со своей подругой Катей. А через несколько минут она упала в воду. На мосту остался и вот этот след. Катя после случившегося не покидая территорию заповедника в ожидании результатов поиска. От каких-либо комментариев девушка отказывается. Она находится в шоковом состоянии. С ней сейчас работают психологи, на месте дежурит скорая помощь. Приехали в Абхазию и родители Дарьи. По словам директора Ритинского заповедника Адамура Багателя, мост на 24-м километре не функционирует много лет. Но по нему уже давно не проезжает транспорт, не ходят люди, так как он находится в аварийном состоянии и не подлежит ремонту. Здесь даже нет перил, поэтому рядом был построен новый мост. Этим мостом давно никто не пользуется. Он не предназначен ни для пешехода, ни для транспорта. Он давно не функционирует как мост. Но, тем не менее, бывают такие случаи, что люди самовольно, хотя мы предупреждаем, и таблички висят, и все такое. Но вот это произошло, вот эта трагедия вчера произошла. К несчастью, из двух мостов девушки выбрали старый. И это уже не первый несчастный случай, который происходит с туристами в горной местности. Несмотря на многочисленные предупреждения МЧС, экскурсоводов, сотрудников лесничества о том, что в горах нужно быть осторожными, эти призывы порой остаются без должного внимания. Вот почему и случаются трагедии. Что касается старого моста, то он будет огражден. Гугуса в Иордании, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Масштабные учения районного поисково-спасательного отряда пошли в Очимчире. О том, насколько слаженно отработали на них пожарные спасатели, смотрите в репортаже пресс-службы МЧС Абхазии.
Первый эпизод учений предусматривал отработку действий спасателей при ликвидации дорожно-транспортного происшествия и деблокировании пострадавшего, зажатого в автомобиле. Деблокирование осуществлялось при помощи гидравлического оборудования. Пострадавший был изъят из поврежденного авто и отправлен в медицинское учреждение на автомобиле. Затем действия на учениях переместились к резервуару с легковоспламеняющейся жидкостью, охваченному огнем. Тушение пламени производилось с помощью воздушно-механической пены, которая подается по двум стволам на выдвижную лестницу. Следующий эпизод учений проходил в морской акватории города Очимчира, где, согласно легенде, перевернулась лодка с рыбаками. Спасатели вытащили пострадавших из воды на палубу катера, доставили их на берег и отправили в больницу. Тем временем поступил сигнал о крупном пожаре в 16-этажном здании. Легенда учений гласит, что огнем охвачены 3 комнаты на 5-м этаже высотки. Пламя заблокировало людей, и их необходимо срочно эвакуировать. Прибывшие пожарные проложили магистральную линию для подачи воды. Пламя было локализовано и ликвидировано в максимально сжатые сроки. Основная часть пострадавших эвакуирована. При осмотре здания на 7-м этаже спасатели обнаружили пострадавшего, которого необходимо транспортировать на жестких носилках. Принимается решение натянуть веревочные троллеи и по ним спустить пострадавшего. Сотрудники медицинской службы принимают внизу носилки с пострадавшим и отправляют его в лечебное учреждение. На итоговом построении министр по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Лев Квициня в целом высоко оценил уровень слаженной работы подразделений и выразил благодарность личному составу, задействованному на учениях. По словам главы спасательного ведомства страны, высокая интенсивность учений подобного рода на протяжении всего курортного сезона будет сохраняться. Завершается очередной учебный год. Из-за распространения коронавирусной инфекции и введенных ограничительных мер в этом году учеба продлена на месяц, а экзамены выпускники будут сдавать в июле. В то же время во многих высших учебных заведениях, в том числе и российских, совсем скоро начнутся прием документов и вступительные экзамены. Что делать тем, у кого совпадут по времени выпускные и вступительные испытания? С этим вопросом мы обратились к министру просвещения и языковой политики Иналу Габлия. 1 июля заканчиваются выпускные экзамены в 11 классах. И в первую очередь аттестаты будут выданы тем студентам, абитуриентам, которые поступают в российские вузы. До 3 числа, соответственно, все данные абитуриенты получат свои аттестаты и спокойно могут поехать в российский вуз, подавать документы. Все, мы график уточняли, у российских коллег, когда у кого заканчивается прием документов, поэтому торопиться никуда не надо. Есть у кого-то вопросы в районах, мы слышали, что кто-то боится не успеть, но мы со всеми индивидуально разговаривали, у кого были такие вопросы, соответственно, проверяли, нужно ли действительно ехать заранее, поэтому уверяю всех, что все спокойно в нужные сроки успеют подать эти документы. Также мы с Министерством здравоохранения обсудили вопрос проведения выпускных баллов. Соответственно, Минздрав, как и мы, решили остановить этот процесс. Соответственно, мы все баллы отменяем городские. Мы разрешаем, конечно же, провести выпускной вечер внутри школы с участием педагогов самого класса выпускного в небольшом количестве. На открытом воздухе можно будет провести тоже с соблюдением всех мер социальной дистанции, ношения масок, выпускную такую линейку. Но все городские, опять же, повторяю, мероприятия, они нами будут отменены. Активные пользователи интернета, листая социальные сети или просматривая различную видеопродукцию, нередко сталкиваются с рекламой на грузинском языке. Чаще всего это реклама товаров и услуг. На первый взгляд довольно безобидная, хоть и навязчивая вещь. Однако такая деятельность напрямую связана с информационной политикой Грузии против Абхазии. Ведь наряду с рекламой в интернете появляются фейковые новости и статьи-вбросы. Возможно ли с этим бороться, и если да, то какие меры необходимо предпринять? В теме разбиралась Эсма Гуладзе.
Интернет давно стал неотъемлемой частью нашей жизни и мощной площадкой распространения информации. Однако с ростом популярности социальных сетей сюда перекочевала реклама. Абхазские пользователи интернета часто вынуждены сталкиваться с рекламой на грузинском языке. Наиболее распространенный формат – фотографии с описанием товаров и услуг, появляющиеся в новостной ленте. Часто всплывает и видеореклама, ведь смена кадра всегда привлекает больше внимания, чем статичная картинка. Реклама на грузинском языке появляется даже при просмотре детских мультфильмов и передач. Отключить или каким-то образом избавиться от вредного навязчивого объявления невозможно. Тут вопрос в том, откуда родом социальная сеть. Если она не российского происхождения, то нам контролировать, то есть взаимодействовать с нашими российскими коллегами с просьбой ограничить либо ликвидировать этот контент, это очень сложно. То есть с нами никто не будет разговаривать, ни Facebook, ни другие какие-то международные известные социальные сети. Поэтому что делают рекламодатели, в частности грузинские? Они, безусловно, определяют целевую аудиторию. И поскольку общеизвестно, почему мы для них представляем интерес, они, соответственно, проецируют свою рекламу в тех сетях, которыми мы пользуемся с вами. Единственное, что пользователь может сделать самостоятельно – скрыть такую рекламу или отметить ее нежелательный контент, что со временем снизит ее количество. Более эффективным техническим решением проблемы может стать установка VPN-сервиса на компьютер. Возможность отдельного пользователя включать на своем устройстве VPN, так называемые, позволит избежать рекламы. Мы можем указать любую страну в качестве сервера, через который будет идти VPN. Если укажем Россию, то будет нам российская реклама выходить. Если Францию укажем, будет французская реклама выходить и так далее. Это возможно, но, конечно, сервера VPN во многом замедляют работу самого провайдера интернета для пользователя. Потому многие, конечно, отказываются от такой системы. К сожалению, решить эту проблему на глобальном уровне пока не представляется возможным, ведь Абхазия не признана большинством стран мира и не может вступать в правовые отношения с гигантами IT-индустрии. Однако сократить и минимизировать грузинский контент в абхазском интернете может помочь создание в республике единого центра коммутации, который будет управлять всеми операторами связи. У нас очень много провайдеров. Практически бесконтрольно покупается интернет, трафик, и загоняется. То есть все сегодня в разных объемах предлагают интернет нашим пользователям, пользователям Абхазии. И у каждого, соответственно, свой переход через государственную границу. Поскольку, покуда государство не контролирует эти потоки, то и, соответственно, нет технической возможности блокировать или минимизировать объемы такого рода рекламы. Если они все будут зациклены на едином центре коммутации, тогда будет проще контролировать такие процессы. Опять-таки, это не глобальное решение вопроса. То есть абсолютно избежать этого будет невозможно. Реклама – лишь одна сторона информационной политики Грузии в отношении Абхазии. Наши восточные соседи давно ведут с нами жесточайшую интернет-войну. Фейковые новости, статьи-вбросы, анонимные грузинские пользователи в группах, бот-аккаунты, ангажированные блогеры. У всего этого лишь одна цель – сначала якобы протянуть руку, а потом поманить и повернуть в нужную сторону. Грузия всегда проводит свою идеологию с ноткой понимания в начале, а потом неизменно показывает кнут и истинные намерения. И это для нас не должно быть новостью. Этому противодействовать можно только одним средством – абхазское участие в сетях. То есть на равных с ними спорить. А вот так вот просто их ограничить, отключить от этого пространства нереально, просто невозможно. И, конечно же, вопрос в чем? Как мне кажется, то есть это не истина последней инстанции, их больше, они более мотивированы, и они занимаются этим без конца. Нас меньше, вероятно, у нас какие-то другие цели, другие текущие проблемы, мы к этому менее серьезно относимся, поэтому нас меньше там представлено, то есть мы не поспеваем за ними.
Вот. А всем известно, что, конечно же, грузинские пользователи довольно-таки активны в сетях. Западными грантами под разные проекты, и, соответственно, в том числе и под такие проекты тоже. И, конечно же, да, они получают средства из разных западных фондов, содержат людей, которые специализируются на этой работе. Ни для кого не секрет, что социальные сети обладают огромным влиянием на формирование общественного мнения. Ведь, потребляя информация, не просто влияет на мировоззрение человека, а в какой-то степени формирует его. В Российской Федерации для этого существует целая служба. И она, безусловно, призвана для того, чтобы соблюдать российское национальное законодательство в сфере защиты прав потребителей, в сфере защиты прав несовершеннолетних детей. А мы, к сожалению, этого не можем себе позволить, потому что так сложилась ситуация. Услуги интернет-связи хаотично складывались, последние годы в особенности. То есть сегодня очень нужно какое-то время, чтобы понять, кто на самом деле, помимо известных официально зарегистрированных операторов, продает в Абхазии интернет. Довольно-таки сложно, какое-то время нужно, чтобы мы поняли, кто этим занимается. Вот пока вот этот комплекс вопросов не решишь, то, соответственно, не будет эффективного противодействия распространению, в частности, грузинской рекламы на территории Абхазии. Безусловно, закон, защищающий права граждан Абхазии на нашем информационном поле, необходим. Чрезвычайно опасно, когда мировоззрение человека формируется под влиянием или даже агрессивным давлением граждан государства, с которым мы по-прежнему находимся в состоянии войны. Эсма Голанзе, Арина Агухава, Абхазское телевидение. В Сухуми отметили 222-ю годовщину со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и Международный день русского языка. Традиционно цветы возложили к памятнику великому русскому поэту в центре столицы Абхазии. Сюда пришли многие почитатели творчества Пушкина, среди которых посол России в Абхазии Алексей Двинянин, общественные деятели и учащиеся столичных школ. После официальной части мероприятие продолжилось во второй столичной школе имени Александра Пушкина. Репортаж Сарии Кварасхилия. Пушкин – человек, не нуждающийся в представлении, создатель литературного русского языка, тонко чувствующий мыслитель, раскрывавший загадки русской души в поэтической форме. Именно таким мы запомнили Пушкина еще со школьных времен. Имя Александра Сергеевича давно стало известным и популярным не только в России, но и за ее пределами, в том числе и в Абхазии. В абхазской литературе имя Пушкина высечено золотыми буквами, а его произведения были переведены на абхазский язык Багратом Шинкуба, Владимиром Цнарея, Мушнила Сурия. Несмотря на то, что поэта нет в живых уже 200 лет, интерес к его творчеству не угасает. Традиционно в день рождения Пушкина к памятнику великому русскому поэту возложили цветы почитатели его творчества, учащиеся столичных школ. В мероприятии принял участие посол России в Абхазии Алексей Двинянин. Он выразил благодарность участникам мероприятия, а именно школьникам и учителям, за время, которое они уделяют сохранению русского языка. Однако при этом очень важно изучать в первую очередь абхазский язык, добавил посол. Пользуясь случаем, Алексей Двинянин зачитал восьмистишие Пушкина. О чем, прозаик, ты хлопочешь? Давай мне мысль, какую хочешь. Ее с конца я завострю, летучей рифмою оперю. Взложу на тетиву тугую, послушный лук, согнув дугу, а там пошлю на удалую и горе нашему врагу. Алексей Двинянин подарил второй столичной школе имени Пушкина книги, посвященные писателю. И для вас лично, и для пользования учеников книги, посвященные творчеству Александра Сергеевича. Спасибо. Спасибо. После официальной части мероприятие продолжилось во второй школе. Ученики 1 и 5 классов подготовили представление по мотивам произведений поэта. На сцене поэзия Пушкина оживает. Персонажи будто сходят со страниц. Ученик 1 класса Давида Арзенба играл царевича Елисея, яркого персонажа сказки Пушкина о мертвой царевне и о 7 богатырях. Месяц, месяц, мой дружок, позолоченный рожок, ты встаешь во тьме глубокой, круглолицый, светлоокий. Несмотря на свой юный возраст, Давид хорошо знаком с творчеством поэта. Когда он узнал, что будет играть главную роль в одной из ведущих сказок Пушкина, конечно же, обрадовался. Великий русский поэт, он написал сказки
А есть вот какая-нибудь твоя любимая сказка? Сказка о золотой рыбке. У тебя сегодня вот какая роль? Ты такой красивый стоишь. Королевич Елисей. Елисей, а что ты вот, как ты играл на сцене? Что ты там рассказывал? Что ты делал? Я там рассказывал стихи. Свет на солнышко, ты ходишь, круглый год по небу сводишь, зиму с теплой весной, всех нас видишь под собой. А роль солнышка в сказке о мертвой царевне и о 7 богатырях сыграла такая же яркая девочка Динара Магомедова. Я знаю, что у него 6 июня был день рождения, и он писал прекрасные сказки. Сказки для детей. Дети также подготовили представление по отрывкам из произведений «Сказка о попе и работнике его балде», «У лукоморья дуб зеленый» и по знаменитой пьесе «Моцарт и Сальери». Из Моцарта нам что-нибудь. Довольно! И ты смеяться можешь? Ах, Сальери, уже ли сам ты не смеешься? Нет, мне не смешно, когда маляр негодный мне пачкает Мадонну Рафаэля. Мне не смешно, когда фигляр презренный пародией бесчестит Алигьери. В 2022 году исполнится 80 лет со дня присвоения Сухумской школе номер 2 имени Александра Пушкина. И к этой дате в школе планируются масштабные мероприятия. Сария Кварацхеля, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Квалификационная коллегия судей Республики Абхазия объявляет о приеме заявлений лиц, претендующих на занятие вакантной должности судьи Гудаузского суда. 1 единица. Прием заявлений осуществляется в помещении Министерства юстиции 7 по 26 июня. Телефон для справок 226 44 90. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидромедцентра, во вторник, 8 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 11-16, днем 20-25 градусов тепла. Температура морской воды плюс 18 градусов. На этом информационный выпуск Амшившара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.